Руслан Турнович. Бір-біріне мындай жооп бербеген, анан укугуна кирбеген көп нерселер жазылып калыптыр. Аны ошо комиссияга айтайын дедим. Биринчи тиги президенттин укугунан баштайын. Тиги сиздер комиссияга жазасыздар, менде расмий тилде сиздер отчет берген. Восстановить орган по государственному контролю в области окружающей среды. Вы предлагаете правительству. Правительство это уже сказали, это несуществующий орган. В соответствии с законодательством. Кабинет министров Тегенбар. Вы, наверное, имели в виду кабинет министров, да, Кулик Семенович? Да, кабинет министров. Но кабинет министров не имеет полномочия по определению структуры и состава правительства. Структуру определяет президент. Тогда мы должны здесь переписать не правительству, не кабинету министров, а президенту, как главе исполнительной ветви власти. Это в соответствии с 70-й статьей Конституции, статья номер 1, подпункт 1. Ваше замечание справедливо, но тут Государственная комиссия имела в виду совсем другое. На сегодняшний день полностью в Кыргызстане утерян государственный контроль, как надзорная функция правительства. Мы просим его восстановить. Есть только ведомственный контроль, и больше другого контроля нет. Мы имели это в виду. Давайте профессионально общаться, потому что вы говорите о политике. Да. Я вам предлагаю юридическую терминологию. Если вы хотите, чтобы правительство заново управляло и определяло структуру, вы можете вынести вопрос, посовещаться с президентом, либо с Джогур Кенешем, вынести этот вопрос на Конститут, на референдуме и поменять полномочия либо президента, либо Джогур Кенеша. Хорошо, согласен. 70-я статья Конституции по восстановлению госоргана. Второе. Начнем сначала. В пункте 3 постановления считать кабальными, не отвечающими интересам Кыргызской Республики соглашение 92 года, 2003 года, 2009 года, 2017 года. Далее вы в пункте 4 пишете, что 9 и 17 год они были направлены на обеспечение долгосрочной стабильности и успеха проекта Кумтор в интересах канадской компании. И он не айырмасы эмнеге был 4-нчү пункту биз киргизип атабыз. Эгерде кабальный десек, анда ошомойдон калтырайлы 2-нчү пункту. А 4-нчү пунктта 2009 менен 2017-ни эмне себептен бери чыгардыңыздар да? Мы с вами согласны. Утром, когда окончательно редактировали с юристом, мы решили 4-й пункт просто убрать. Оставить 3-й. Ваше решение просто, к большому сожалению, не слышал. Пункт 5. Признать работу правительства Кыргызской Республики на протяжении от 12 до 19 годов по выполнению постановления Джогур Кенеша от 21 февраля 2013 года. Как можно постановление 2013 года отвечать неисполнение правительству от 2012 года? Вы предлагаете с 13 по 19 года? Отвечать с момента принятия постановления последующим правительством. Логично же так. За что им отвечать, Тимурункуга? Согласен. Здесь имелось в виду и решение депутатской комиссии 2012 года. Просто нелогично и мы замуем. Мы принимаем. Пункт 12. У Джогур Кенеша не имеет полномочия по оперативному ведению или оперативно-хозяйственному ведению хозяйственных субъектов. Блес. Да. Мы не имеем права коммерческой, вернее, акционерному обществу какому-либо указывать, принимать тот или иной документ. Вы предлагаете, чтобы мы, Джогур Кенеш, ввел временное управление. Но это в полномочиях Кыргыз-Алтына, в соответствии с законом об акционерных обществах. Вы предлагаете ее правительству, ну, это опять повторяюсь, кабинету министров тот. Здесь либо Кыргыз-Алтынга, либо фонд госимущества, как собственнику акций Кыргыз-Алтына. Сизан чечип алышыңыз керек. Бул бир. Бул 12-нчи пункт, пункт 1. 12-нчи пункт, пункт 2. Вы предлагаете два разных предложения юридических. Расторгнуть, то бишь, если мы дальше посмотрим соглашение, это денонсация международного договора. Либо пересмотреть, что вы предлагаете. И это тоже относится... Если расторгнуть, то это Джогур Кенеш. Если пересмотреть, то ведение переговоров относится к Кыргыз-Алтыну и как акционеру Кумтор Оперейтинг Компани. Мне кажется, немного шашпай туруп карап койсоңуздар болот эле, да? Можно я отвечу? Вот тот окончательный вариант, который я подписывал, я сожалею,
что мы рано только утром закончили. Нет, этот проектный документ, который был отправлен в Учхун. Я попрошу уважаемых коллег посмотреть то, что на компьютерах, и последний вариант, который был внесен вчера. Это было для отпечатки отправлено проектное решение по решению Государственной комиссии 3-4 дня назад. Вот последний вариант. К большому сожалению, тогда мы весь день не изучали ваш проектный документ, а может быть там какие-то большие изменения были. Необходимо было нам докомплектовать последним вариантом ваших документов. По крайней мере, решениями, да? Электронная версия на компьютерах стоит. Акыл Бейсович, я не знаю, но вы мне раздали официальный учхоновский документ, я по нему изучал весь этот проект. Ну, если мы друг друга правильно поняли, я еще раз постараюсь объяснить. Это проект документа, который ушел без окончательной редакции. Мы там написали проект постановления. Вы принимаете мои предложения? Я принимаю, и еще раз хочу констатировать, что по 12 пункту Кабинету министров Кыргызской Республики, я хочу прямо зачитать первый пункт. Ввести временное внешнее управление в ЗАО «Кумторголд Компани» в связи с безответственными действиями компании «Центера», отключившей систему слежения и контроля за безопасностью состояния движения ледников, поставивших под прямую угрозу жизни и здоровья людей, работающих в зоне влияния работ, а также выявленными в результате проверки в ЗАО «Кумторголд Компани» нарушениями проведения работ, связанных с использованием недрами, способами, создающих угрозу для безопасности работающих и населения, загрязнение недр и окружающей среды, назначить временного внешнего управляющего. Акул Бейсович, это все относится к полномочиям акционера Кыргызалтына. Мы поручаем, Кенеш не имеет права поручать это правительство. Мы поручаем Кабинету министров это. В составе Кабинета министров есть фонд госимущества. Они разберутся, я думаю. Бұл бірінші қарап қойыш керек. Урматтуу коллегалар, бізде жоқ болған укуктарды мойнубузга албашыбыз керек. 13 пункт. Генеральная прокуратура. Вы пишете: действием должностных лиц, указанных в приложениях номер 1, 2, 3 деп турасыз, и бірінші, үчүнчү пунктта тоже с приложением списки руководителей, подписавших соглашение с Кумтором, прилагается в приложении 1, 2, 3. Вы с 89 по апрель 2020 года жетекчилердин аттарын берип атасыз. Если мы признаете кабальными и противозаконными соглашения 92, 2003, 2009, 2017 года, анда ошол жетекчилерди коелу. Кечөнү апрелде дайындалып келген, ноябрда дайындалып келген Кутманова жана Гостехинспекция, Госгеология апрель 21-жылы дайындалган. Сиз аларды да жоопкерчиликке тарткыла деп жазып атсыңар. Біз күнөөсү болгон кишилер де жоопкерчиликке тарткыла. Жок, мына жерде жазылып турат приложение. Бул кандай болуп калганбыз? Же вопрос берип, же вопрос укпайлы. Жок, мен айтып берип атпайм. Акылбек Сүйөнбекович, прошу вас либо выслушать, либо вам надо было это все исправлять в 2009 году, когда вы были в составе правительства, либо в 2003 году, когда вы были в составе переговорной группы. Опять сейчас намолотите и останется. Лучше выслушайте до конца. Примите, примите, не примите, не примите. Я вам наоборот помогаю, что юридически это привести в соответствие. Сиз, как всегда, желеңизди көтөрүп чукап барып туруп, дагы калып калышы мүмкүн. Эгерде 2003-тө, 2009-да сиз бекемирээк турсаңыз, балким келишим башкача болот эле. Я могу отвечать, да? Без проблем. Все. Я напоминаю, что я тоже депутат, и комментировать друг друга мы не имеем права. Значит, вы удобно выбираете себе позицию. Да. Теперь, что касается ваших замечаний. На заседании Государственной комиссии это решение было принято. Всех тех, кто были руководителями за это время. Ваши аргументы мы тоже высказывали, что только вчера назначенные, не подписавшиеся депутаты, вернее, исполнительных органах руководители, мы могли бы туда не включать. Но было на Государственной комиссии такое предложение поддержано, и мы туда включили. Хотя я с вами согласен, что только те, кто подписывал, и имеет право быть включенным вот в этот проект постановления Жогорку Кенеша. Что касается по 2003 и 2009 году, я объяснял, не хочу второй раз объясняться. Вакыт түгөдү. 6-микрофон.